الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. Наши праведные предки предостерегали нас от бидатчиков, и также их предостережение было то, что они говорили: не читайте книги бидатчиков, упоминая причины, почему ученые предостерегали бидатчиков, упоминая их имена. Ибн Батта говорит: لأن لهم كتبا قد انتشرت, потому что у них есть книги, и эти книги распространились эти книги бидатчиков. ومقالات قد ظهرت, их убеждения, их высказывания, они, то есть известны, уже появились среди людей. لا يعرف الغر من الناس, то есть не знающий, невежда, он не знает об этом. ولا النشأ من الأحداث, и подросток, юноша не знает. تخفى معانيها على أكثر من يقرأها. Вот этот, как будто Ибн Батта говорит о сегодняшних реалиях. О нас. Ибн Батта говорит: и многим из них, их смыслы, то есть книги, которые они читают, они не понимают их смыслы. Им эти смыслы неясны. فلعل الحدث يقع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات. Попадает юношу книга из этих бидатчиков, книга бидатчиков. قد ابتدأ الكتاب بحمد الله والثناء عليه والإطناب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. И бидатчик эту свою книгу начал, восхваляя Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, возводя разного степени хвалы Аллаху Субхану ва Тааля и упоминая салават посланнику саллаллаху алейхи вассалям. То есть предисловие написано очень красиво: ثم أتبع ذلك بدقيق كفره وخفي اختراعه وشره. Потом этот бидатчик свой скрытый куфр, неясный куфр, пишет дальше. Сначала предисловие красивое, но дальше он пишет свой куфр, скрытый, свой скрытый бида и свое зло. فيظن الحدث الذي لا علم له ولا عجمي والغمر من الناس أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء. И тогда юноша, у которого нет знаний, подросток, иностранец и незнающие люди, они думают, что автор этой книги является один из ученых, один из факихов. Субханаллах. Это то, что мы видим сегодня. Братья, когда ты им говоришь: о мой брат, не читай эти книги, вот эту книгу не читай, вот эти статьи не читай, вот этого человека, вот этих каналов не слушай, не подписывайся, не читай то, что они говорят. Оставь этих джахмитов, этих муржиитов, хариджитов. Когда ты делаешь ему увещевание, когда ты предостерегаешь его так, как предостерегали нас наши праведные предки от бидатчиков и их книг, он думает, что ты хочешь лишить его знаний. Как будто ты прикрываешь ему путь к знанию. Нет, клянусь Всевышним Аллахом азза ва джаль. Ты наоборот наставляешь его. Ты хочешь для него блага. И он, когда ты запрещаешь, предостерегаешь его, начинает читать эти разные статьи бидатчиков, книги бидатчиков. Потом все их шубухаты впитывает и приходит к тебе: о брат, он так говорит, объясни это, объясни мне то, объясни мне то. То есть каждый шубха ты должен ему объяснять. Каждый сомнительный довод ты должен ему объяснять и тратить время. Но однако виноват ты. И если умер бы на этом, у тебя нету перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля оправданий. Так как ты ослушался наших праведных предков,
не придал их словам никакого значения, читаешь, что хочешь, слушаешь, кого хочешь, и потом ты заблуждаешься. В лучшем случае впитываешь какие-то сомнительные доводы и приходишь, чтобы тебе помогли. А наши праведные предки так сильно боялись бидатчиков, что даже закрывали уши, когда они разговаривали, боясь, что что-то останется в их сердцах, в их разумах, и потом им трудно будет вывести это заблуждение, эти сомнения из их сердец. Как точно описывает Ибн Баттah? Как будто он описывает сегодняшних людей. И эти люди думают, говорит он, что автор этих книг является один из ученых. Как мы наблюдаем сегодня некоторых братьев. Они тоже думают, если почитал какая-то статья, там очень приукрашенные красивые слова, что это и является знанием. Красивый, красноречивый, там, глубокий речь, это не является знанием. Знание больше, чем это. Это один из видов знаний. Но красноречие сама по себе, это может человек красноречиво преподнести тебе ширк и беда. Но ты не знаешь основ, различить, что является плохо, что зло, что беда, что не беда. Ты не знаешь сект, ты не знаешь их основы, чем они аргументируются. Но все равно читаешь и заблуждаешься. И Хамд ибн Атик говорит: «Валяхзар талибу аль-хакки мин кутуби ахли аль-бида». Пусть остерегается ищущий истину книг бидатчиков, кал-аша'ирати валь-му'тазилати ва нахвихим, подобно ашаритам, му'тазилитам, и дальше список большой: джахмиты, хариджиты, муржиты, шииты. فإن فيها من التشكيك والإيهام ومخالفة النصوص من الكتاب ومخالفة نصوص الكتاب والسنة ما أخرج كثير من الناس عن الصراط المستقيم. В этих книгах то, что тебя вводит в сомнение, противоречие Корану и Сунны. Эти сомнения, эти противоречия Корану и Сунны многих вывело из правильного пути, от правильного пути. Многих сбило с правильного пути. Многих, говорит он. И также мы сегодня наблюдаем, как многие заблуждаются. Начало у них бывает красиво. Брат приходит в ислам, начинают изучать Коран, совершать все сунны посланника, саллаллаху алейхи вассалям. И потом какой-то плохой друг, какой-то бидатчик или какие-то бидатчики, их каналы, туда подписывается, их статьи читает, и заблуждается человек. Не остерегается от них. Хотя наши праведные предки остерегали нас от этого. И говорили, что мы не сидели с ними. Если ты каждый их статья читаешь, смотришь, что они им делятся и тому подобное, ты подобен тому, кто садится рядом с ними. И поэтому говорил Мус'аб ибн Сa'д: «Ля туджалис мафтунан, фа иннаху лан юхтияка минху ихда снатайн». То есть не садись с теми, кого постигла смута. Иначе к тебе придет или перейдет одно из двух. Имма юфтинака фатутабиа, или он ввергнет тебе смуту, и ты последуешь за ним. С этим бидатчиком. Кого ты порицал, затем и будешь потом следовать. Это вред от бидатчиков. Второе.
или же он тебе навредит. До того, как ты оставишь его, до того, как ты расстанешься с ним, он навредит тебе. И поэтому, говорит Суфьян ас-Саури, «Ман джаласа сахиба бид'атин лам яслам мин ихда салас». Кто садится бид'атчиком, то есть его постигнет один из трех, то есть он не спасется от этих трех. Имма ан якуна фитнатан ли гайри, или же этот человек будет смутой для других, то есть ты будешь фитной для других. Как это? Когда ты садишься с бид'атчиком, человек, и тебя видит человек, который считает тебя праведником, думает о тебе хорошо. И он будет, конечно, думать также о твоем собеседнике. Если ты хороший человек, тот, кто рядом с тобой, тоже хороший человек. И он будет приходить к нему, слушать его. وَإِمَّا أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ فَيَزِلَّ بِهِ فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ النَّارِ. Или же этот человек заблудится, то есть что-то зацепит его в сердце из заблуждения этого бид'атчика, и Аллах ввергнет его в огонь. وَإِمَّا أَنْ يَقُولْ, или он скажет: «Валлахи ма убали ма такалламу». Я клянусь Аллахом, я никакого там не думаю, что они говорят. Не обращаю внимания о том, что они говорят. وَإِنِّي وَاثِقٌ بِنَفْسِي. Поистине я уверен в себе. Я уверен в себе. فَمَنْ أَمِنَ اللَّهَ عَلَى دِينِ طَرْفَةَ عَيْنٍ سَلَبَهُ إِيَّاهُ. И кто думает, что Аллах Азза ва Джаль не лишит его религии, даже на мгновение ока, то есть, если человек думает, что он уверен в себе и думает, что его не постигнет ничего, опирается только на самого себя, салябаху ия, Аллах лишит его религии. Поэтому посланник, саллаллаху алейхи вассалям, нас учил делать так дуа: Аллахумма ла такильни иля нафси тарфата айн. О Аллах, не вергни меня или не самому себе, или не оставь меня самому себе, даже на мгновение ока. Не предавай меня самому себе, даже на мгновение ока. Поэтому человек должен постоянно просить Всевышнего Аллаха Азза ва Джалля, чтобы Аллах защитил его, чтобы Аллах укрепил его на правильном пути. И вот это 3, говорит Суфьян ас-Саури, от этих 3 ты не спасешься, если ты будешь садиться с бид'атчиками. И некоторые братья говорят: я читаю эти статьи, эти книги, чтобы опровергать их. Как ты можешь опровергать их, если ты даже не знаешь свою акиду? Ты не знаешь их акиду, ты не знаешь их основы. При первом же сомнительном доводе, при первом же шубха, ты не можешь ему ответить. Иногда вот этих споров, дискуссий вредно намного больше. Не только тебе, даже окружающим. Из-за твоих незнаний. Человек, который хочет с кем-то спорить, вести дискуссии, это в первую очередь должен быть с намерением установить истину, доказать истину, желать своему оппоненту блага, чтобы он принял эту истину. Или же опровергать его бида, чтобы защитить религию Аллаха Субхану ва Тааля. Чтобы он знал свою акиду очень хорошо. И чтобы он знал акиду своего противника лучше, чем он сам. Чтобы он умел искусно говорить. Чтобы он был стойким, смелым. То есть там есть много условий, которые человек должен вести дискуссии.
не каждый может это говорить. Когда ты говоришь, я хочу кого-то опровергать и тому подобное, люди не скажут, бидатчики не скажут, ошибся ты, ошибся я, они скажут, смотри на этого, салафита и тому подобное, джахиль. И если он победит тебя, они скажут, смотри, выиграл наш в диспуте. Этот джахиль не мог даже ответить нормально. И ты станешь фитнес для других. Некоторые братья бывают, заходят в разные каналы, следят за каждым опровержением. Это то сказал, это что сказал, это этому опровержение делал, это тот ему сделал. И тратит свое драгоценное время. Если он просто так тратил бы, это тоже ущерб. Но он тратит это время, заблуждая. Сам заблуждая. И ведя других в заблуждение. Заходит один канал, скопирует там какая-то статья, другому отправляет. Тот ему отправляет. Война цитат. Война скопирования. Комментарий. И когда ему делаешь назидание, наставление, брат, оставь это все. Это не твой уровень, это не уровень даже студента. Эти вопросы разбирают ученые. Даже у ученых в каких-то этих вопросах есть разные мнения. У одного ученого в этом вопросе может быть 2 мнения или даже 3 иногда. В одном вопросе. Это указывает на сложность этого вопроса. Я говорю о вопросе, где может разногласие среди ахлю-сунна валь джамаа. И поэтому нельзя говорить, я хочу того-то опровергнуть, кого-то опровергнуть и тому подобное. Поэтому говорит то есть Аджурри. فإن قال قائل, если скажет кто-то, فلم لا أناظره وأجادله وأرد عليه قوله. А почему мне не спорить с ним? А почему мне не вести с ним диалог? Опровергнуть его слова? قيل له, ему будет сказано, لا يؤمن عليك أن تناظره وتسمع منه كلاما يفسد عليك قلبك. Потому что нету гарантии, не обезопасен ты. Когда ты с ним будешь спорить, слушать его слова, нету гарантии, что он не испортит твое сердце, что он не обманет тебя своим заблуждением, приукрашенным шайтаном. И ты гибнешь тогда, и ты тогда заблудишься. Нету этого безопасности, нету этого гарантии. И сколько мы видели сегодня заблудших? Читая какие-то статьи, слушая каких-то бидатчиков, заблуждались. Лучшие из них приходили, о, брат, делай наставление. Приходит к кого-то шейху, о, шейх, у меня такое-то сомнительное, у меня шубха. Устрани эту шубху. Делай то, делай все. То есть надоедает людям, ходит каждому. И каждую шубху ему нужно объяснять. В то время он мог бы все это оставить и изучать знания, получать крепкие основы. С этими основами он мог бы 1000 сомнительных доводов опровергать. Сейчас ему нужно... Он тратит свое время и время других. Поэтому, братья, смотрите, от кого вы берете религию. Как говорили наши ученые, эти знания являются религией. Так смотрите, от кого вы его берете. Советуйтесь с братьями, можно ли читать эту книгу или нет, так как сегодня очень много переведенных книг в электронном формате, печатном формате. Можно эта статья читать или нет? Можно на этом канале подписываться или нет? Можно ли их слушать или нет?
Советуйся с тем братьями, которые известны своим богобоязненностью, известны своими праведностью, правильной акидой. Братья, у которого нету цель через опровержение, через какие-то интриги, делает какие-то фитны стать известными. Братья, которые желают для мусульман блага, советуйся с ним. Бери от них пользу, прислушайся их советам. Изучай знания из своих исток. Не бери от кого попало, не читай, что попало. Ищи правильный путь, нужные ключи к знаниям. На этом завершим. Альхамдулиллахи Раббил Аламин.